Менә безнең ураза ай булды инде. Без монда 15 ифтар үткәрдек. Менә шуңар инде менә кем оештырдылар, шуларга рәхмәт әйтергә. Поздравляю всех с этим месяцем, значит. По итогам, есть итоги вот этого, значит, каждый год мы подбиваем, мы вот для вас отдельно, значит, нам 28 лет, у нас главная задача в Москве, вот в этом большом городе, сохранить татарский язык. Больше татарский язык, кроме нас, никому не нужен. Вот, если мы его не сохраним, если мы между собой на эту тему не будем разговаривать, узара сюляшмасяк, узара шлейтер татарфеля ничесокларга, вот, все от нас зависит, от каждого из нас, да. Вот. Поэтому, значит, вот у нас задача первая – это сохранение татарского языка, культуры. Значит, и вторая задача у нас – это продвижение кадров. Кадров татарских, башкирских в Москве по служебной лестнице, по финансовой лестнице, по личностному росту, чтобы татары в Москве добились, чтобы признание в своей профессии получили, чтобы были депутатами, чтобы в журнал Forbes вошли, чтобы министрами стали, депутатами стали. Вот мы хотим, чтобы татары в Москве добились большего. Это первое. Значит, второе, чтобы татары понимали и чувствовали, что они татары. Чтобы ответственность вот на каждом была, что он татарин. Потому что по каждому татарину в Москве всех судится. Так ведь? Вот, поэтому, значит, что такое татарин? О, черненький там как-то идет. Вот. Здесь главное, значит, и в одежде, и в прическе, и в поведении, и во всем, чтобы он отличался. Если в подъезде живет татарин, значит, он должен быть примерным, прилежным, здороваться. К сожалению, к великому сожалению, многие татары не разговаривают на татарском языке, да? Но если человек ощущает себя татарином, если он чувствует себя и идентифицирует себя татарином, он татарин. Вот. За что нас в последнее время ругают, я уже говорил, то, что у нас даже есть группа православных татар. По итогам месяца еще раз огромное спасибо вот ребятам, значит, нашим активистам, которые помогли организовать эти ифтары. Вот. Мы провели 15 ифтаров. Мы каждое воскресенье собираемся со студентами, с молодежью. Мы ни одного воскресенья не пропустили. Все 4 воскресенья мы проводили ифтар. Вот. Сегодня у нас 4 или 5 воскресенье получается. Потом, значит, мы провели с тюркскими народами ифтар. Провели вот с Гиппократ отдельный ифтар, всех врачей мы собирали. Здесь мы очень дружим с Альбир Хазрятом. С Альбир Хазрят. Кто из Чувашии есть у нас кто-то или нет? Он был муфтием Чувашии очень долго. Вот. Мы на его площадке собрали Московскую область активистов, наших ветеранов татарских Москвы, и мы собрали башкир один день, и мы, поскольку у нас клубы, и Гиппократ в том числе, они все татаро-башкирские. Клуб героев у нас татаро-башкирский, клуб офицерский татаро-башкирский, и, значит, мы проводим, вот получается 2 ифтара, один студенческий, отдельно башкирский ифтар мы провели. Потом, значит, у нас есть в Закамской зоне молодежное наше отделение. Вот там мы провели также 2 ифтара. Чем у нас, вот мы принципиально, будем говорить, отличаемся от других мусульманских таких организаций, мы нисколько на ифтары, мы большое значение придаем перед ифтарами. Вот за 2 месяца мы начали разъяснительную работу, вот ифтарным меганасен, ишке фикерлярен инде нарсал ифтар мене. Нарсал ифтар. Вот, чтобы вы задумали, что такое ифтар, да, что задумали, что такое месяц ураза, чтобы внутренние психологические помыслы, мысли, поступки, разговоры, все это, что такое ифтар? Вот это дань уважения, дань признания Аллаху, так ведь? Но это лучше вам Хазрат расскажет. Вот. Ифтар это какая-то и самодисциплина, и самооценка, и как-то как новую жизнь начать после ифтара. Мы во время ифтара и во время уразы стараемся быть богобоязненными, вести себя по-другому. Вот как вот это вот все сохранить нам и дальше на целый год. Так ведь? Вот духовенство у нас, мусульманство в Москве всегда, всю жизнь было нижегородским. Вот. Начиная с царских времен, всегда было нижегородское у нас духовенство. Татарская община, татарское движение в Москве всегда создавали и были также нижегородцы. Вот. Теперь, значит, вот получается, мы
мы не монополисты, мы не монополисты татарского движения Москвы. Вот. Так оно как-то получилось просто, что все это вот ответственность легла на нас, потому что вот те же нижегородские аксакалы, многие аксакалы, которые организовали все это послевоенные годы, все это оставили нам. Теперь наша задача из нас тоже создать каких-то людей, которым тоже потом мы не отдадим, как говорится, эстафетной палочкой, чтобы кто-то этим в будущем занимался. Да? Еще хочется сказать то, что мы, значит, были практически каждый день мы были на ифтарах, и вот на Башкирском, на Нижегородском я был. У нас 10 лет куратор и организатор всей московской молодежи Москвы и Московской области Гульнара. Недавно был конкурс «Кто самый влиятельный, кто самый известный политик среди молодежи в мире татарской». Это Гульнар, да. Хайрлы кеш, кадерлі достар, да, менің есімім Гүлнар Акым. Біздің бірінші тапқыр бүгін. Салям, молодежь, Нижний Новгород, егитлер, кызлар. Первый раз у нас, да, я являюсь координатором татарского движения. В Москве проводим очень много мероприятий. У нас помимо мероприятий в штабе, которые мы проводим, у нас здесь по воскресеньям Якшамби Яшлякичи, вот у нас по воскресеньям здесь студенческие встречи проводятся. Также у нас очень много мероприятий, активностей проводится. У нас есть еще организация, помимо нас, мы выходим еще за пределы нашего штаба, да, татарского, нашей квартиры. Мы проводим мероприятия там выездные, куда-то ездим, Сабантуй. Вот сейчас Алаберса будем также принимать участие в Нижний Новгород. Нам всегда автономия приглашает. В том году мы поехали, у нас было 5 автомобилей, мы из Москвы просто все сели и поехали в Нижний Новгород на Сабантуй. По трассе что-то мы поехали 5 часов вместе, собрались вот, и посетили Сабантуй. Нас как раз тоже можно совместную поездку устроить. В Касимов можно вот выезжать, тоже экскурсионная. Также у нас Совет молодежи проводит мероприятия, ифтаров было очень много проведенных Советом молодежи, также непосредственно мероприятий. Сейчас, конечно же, счастливый месяц Рамадан, было очень много ифтаров организованных и нами. Сегодня как раз мы позвали активистов, которые принимали участие в организации ифтаров в штабе татар. Хотим поблагодарить и огромное спасибо выразить на Дамиру Мухиддинову, который взял на себя ответственность организовать, собрать людей. Тут Дамир Басин, Курсет. Помимо этого у нас вот активисты, те, которые сидят на диванчике. Всем приветики, салям. Вот диван у нас там. И здесь тоже сидят. И здесь тоже сидят. Те, которые принимали участие в организации ифтаров. Как раз в течение месяца у нас организовалось 5 ифтаров. Еще яркая молодежь, вот Тимур Хабибулин у нас руководитель. Он тоже сам, получается, организовал ифтар. Вот, и вы тоже также можете инициировать мероприятия, также проводить. Я просто почему рассказываю, у нас здесь активная нижегородская молодежь, которая первый раз тут, и они тоже хотят проводить мероприятия. Мы только рады, если у вас какие-то интересные будут активности, также в стенах нашего штаба можно как-то организовать за пределами. Вот у нас, например, Рахат Кишляры проводится, Рамилька, вон Макунин сидит, проводят. Мы также проводим разные стендап-шоу. Рамиль у нас проводит. Скоро будет у нас в апреле вечеринка от Рахат. Так что анонсируем обязательно всем. Активности очень много, также принимайте участие. Мы будем об этом писать, анонсировать. Вот. По поводу ифтаров, которые принимал участие, конечно же, в священном месяце Рамадан все хотят делать и соревнуются в благом. Очень много ифтаров проводится каждый день. В день по несколько ифтаров в Москве проводилось. Я сама принимала участие во всех ифтарах. У нас очень много организаций, с которыми мы сотрудничаем. Вот мы недавно тоже были в Татарском культурном центре, нас пригласили для посещения, получается, тоже в священном месяце Рамадан на ифтар. Также все, наверное, многие знают, что я ездила на самый огромный, большой республиканский ифтар в Казани, который проводится каждый год, и с каждым годом плюс 1000 человек прибавляется. В этом году было порядка 14 000 человек в Казан-Экспо.
Это самый огромный ифтар. Тоже, если хотите, можете принять участие. Также можем как-то сорганизоваться. Ибрагим в этом году тоже там был. Ибрагим, Дамир. Вот из Москвы мы вместе поехали, там были. Фэшн ифтары, тоже красивый женский ифтар на 1300 девушек. Я же говорю, с каждым годом все больше и больше мероприятий. В Дагестане в этом году в стадионе проводился огромный ифтар. И таких ифтаров с каждым годом все больше и больше. Я рада тоже анонсировать о них и принимать участие. Вы тоже можете также быть участником, сами инициировать. Рахмат Бигзор, то, что вы принимали участие. И мы хотим такой интересный провести опрос, у кого какие впечатления об этом Рамадане. Потому что с каждым Рамаданом, мне кажется, все равно у кого-то появляются новые знания, у кого-то появляются новые друзья, у кого-то появляется... Кто-то из девочек, например, вот на нашем примере одевает платок, говорю, как есть, у нас есть примеры такие. У кого-то там, ну, разные случаи, у каждого индивидуально, и за это мы тоже хотим, чтобы вы поделились своими историями, что для вас был именно Рамадан 2025. Давайте, вот у меня в этом году, я, наверное, посетила самый большой этот ифтар, на который я, честно, даже не пошла вот в этот огромный зал, потому что я испугалась такого количества людей. И для меня это было такой прям запоминающий момент. Я понимаю, то, что в таких огромных мероприятиях принимать участие, это, конечно же, здорово. И то, что ты видишь, какое количество людей, соблюдающих, и вот это такой был тоже самый запоминающийся для меня вот ифтар, например, в священном месяце Рамадан. Очень приятно, что люди принимают участие, организовывают такие прекрасные ифтары, и что больше людей становится, кто соблюдает пост. Я сам вижу, как люди, которые не держали, уже в этом году держат. Ну, в общем-то, всех приятно видеть, как всегда. Вот и все. Очень хотелось бы отметить высокую организацию, качество всего мероприятия и очень дружественную атмосферу. Всем привет, меня зовут Руслан. Я со штабом татар 11 апреля буду год ровно. Да, хотя Гульнара знает меня 4 года, 3 года она меня где-то с 2021-2020 звала в штаб, и я все как-то, ну, думал прийти, думал, 3 года думал, короче. И в прошлом году пришел первый раз. И это было таким знаковым событием, потому что здесь я нашел своих. Знаете, есть такая... Пришел на Рамадан 11 апреля, да, и есть такая фраза: главное в этой жизни найти своих и успокоиться. Вот я своих нашел и успокоился. А что в этот месяц? В этот я был организатором, одним из организаторов 2 ифтаров, благодаря Дамиру. Вот, он нас всех собрал, соорганизовал. В этом году я, благодаря тебе в том числе, поехал на Таравих первый раз. В жизни 20 ракетов отстоял, и даже второй раз потом поехал на Таравих. В этом году мне как-то было очень легко держать пост. Вот, я могу сказать, что у меня не было каких-то там сложностей с не пить, не есть, как-то там, ну, знаешь, мучительно. Было очень легко. Меня зовут Саид, вот мне 17 лет. Вот мы с моим братом Ривалем занялись тем, что продвигаем татарскую культуру среди нижегородской общины, среди молодежи. Вот у нас аудитория от 16 до 23 лет. Вот мы в основном школьники, студенты. Самое замечательное тем, что я занялся в месяц Рамадан, я начал помогать выкупать мусульманские центры в Москве. Некоторые арендодатели, они начинают продавать их. А люди, которые занимались в этих местах, они уже привыкли к ним, привыкли к атмосфере, к баракату. И им будет очень тяжело расставаться с этим местом. Поэтому много-много активистов, вот там татары с Татарстана, они занимаются тем, что выкупают эти места и отдают вот полностью на руки хорошим людям. И они преподают детям ислам, и там много татарских мероприятий тоже происходит. И вот я начал заниматься тем, что продвигаю, вот, получается, эту деятельность. Вот это вот самое знаковое, то, что я
начал делать в этот месяц. Также очень рад познакомиться с приятными людьми здесь. Вот мы с моим братом тоже 3 дня назад сюда пришли. Мы с Гульнарапой познакомились, с Рустамовой. Рахмет Биксор, вот место очень хорошее, пропитано баракатом. Рахмет. Я ходила на много ифтаров и в штаб. Также я ходила к Гульнаре на ифтар, который она провела. Он мне очень сильно понравился. Я уже говорила ей, что ифтар был просто на высшем уровне. И в штабе было всегда очень приятно. Я познакомилась с очень многими людьми именно в этом году. Обрела каких-то даже близких друзей именно благодаря ифтарам и благодаря штабу. И еще, Гульнара не рассказала, но мы ездили в детский дом, точнее в приют, тоже во время Рамадана. И это тоже сблизило нас с очень многими людьми. То есть на самом деле этот Рамадан очень много мне дал от штаба. Utanma, utanma, utanma.